Из Фара 70-летнего арестовали за лайк. Кто ее замуж возьмет? Ферганского имама уволили за критику вальса. Тяжелый ущерб. МИД России в очередной раз угрожает Центральной Азии. Сотрудниками ГКНБ Таджикистана по обвинению в экстремизме задержан 70-летний житель города Исфары Камалюддин Шарофов. Официальной информации о причинах задержания нет, а родные же утверждают, что пенсионера обвиняют в экстремизме. Задержанный доставлен в СИЗО города Худжанда. 70-летний Камалюддин Шарофов был задержан после произошедшего 5 мая спора в здании сельского джамуата Сурх Исфаринского района. Его задержали вскоре после того, как он потребовал от сотрудников джамуата отказаться от неправомерных действий и пригрозил, что в противном случае напишет жалобу в радио Азади и Ислох ТВ, рассказал один из родственников Шарофова на условиях анонимности. По его словам, все началось после того, как одного из друзей Шарофова пригласили в сельский джамуат Сурх на беседу по поводу призыва сына в армию. Работники джамаата потребовали, чтобы он вернул сына из России, где находится на заработках. Когда начался разговор на повышенных тонах, Камалюддин Шарофов вмешался в спор и сказал, что отец призывника здесь ни при чем, и посоветовал работникам джамаата самим поехать в Россию и вернуть призывника домой, сказал собеседник радио Азади 15 мая. После инцидента в отношении Шарофова была начата проверка, которая продолжалась целую неделю. В ходе проверки якобы было выявлено, что Камалюддин Шарофов подписан на страницу оппозиционного СМИ Ислох ТВ в соцсетях, неоднократно ставил лайки под публикациями и делился видеосюжетами с оппозиционного сайта, добавил родственник Шарофова. Напомним, в декабре прошлого года судом Хатлонской области заведующая отделом образования Пянджского района Мавлуда Баймуродзода, бывший сотрудник предприятия по управлению земельным фондом Мамед Ширалиев, а также оператор и корреспондент гостелеканала Джахон Намо Абдурахмон Иззатмандов и Джалол Заидов были приговорены к 5 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в сотрудничестве с запрещенными организациями и распространении лживой информации. По версии прокуратуры, они передавали оппозиционному сайту Ислох.нет видеозаписи с мероприятий, связанных с отделом образования, с целью опорочить главу ведомства. В ходе судебного процесса было отмечено, что в мае 2022 года на основании присланных обвиняемыми материалов на оппозиционном сайте была опубликована статья «Жители Пянджа жалуются на ситуацию в сфере образования и других отраслях». Главный имам Ташлакского района Ферганской области Узбекистана, имам-хатыб мечети Абу Ханифа Шукрулло Эгамбердиев, известный в народе как Шукрулло Домла, заявивший, что после школьных вальсов девушек никто не возьмет замуж, был уволен, сообщает пресс-служба управления мусульман Узбекистана. Как передает подробно УЗ, Шукрулло Эгамбердиев сделал несколько резонансных заявлений. Какое из них стало причиной увольнения, пока непонятно. Nima bitiruv kechasi degani bo'ldi, xohlagan qantini yo'rsin deganim? Nimaga maktab bolalarni atta-batta damogani borishga ruxsat berasizlar? Nimaga ma'rifga chiqib aytmaysizlar? Nimaga o'sha kunlari vals tushtirib beryapti ba'zi bir joylar? Qaqarayapti o'sha o'qituvchilar. Qaqarayapti. deb o'ylang. Bugun 11-sinfda bitiruv kechasida sinfdoshi bilan vals tushgan qiz ertaga nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Uni internetda ko'rgan bola u qizni kim oladi xotin qilib uni? Kim oladi uni? Aqli hushi joyida odam bu qizni umuman olmaydi. Yig'ishtir buni endi. Qatta uyatli bo'ladi, qatta eriga vafodor bo'ladi bu. Комиссия по внутреннему контролю с учетом изложенного наложила на Шукрулло Эгамбердиева дисциплинарное взыскание, выговор, и освободила его от обязанностей главного имама Ташлакского района. В управлении мусульман Узбекистана напомнили, что комиссия по внутреннему контролю имеет полномочия регулировать деятельность мусульманского духовенства, применять меры воздействия к так называемым допустившим ошибки, а также защищать и поощрять тех, кто служит честно.
Судя по всему, критика навязанной когда-то русскими колонизаторами традиции исполнять европейский танец на выпускном вечере в управлении мусульман посчитали грубой ошибкой, что весьма многое говорит об истинных целях деятельности и роли данной организации в Узбекистане. Haq so'zda aytsa, uni negativ deb qabul qilamiz ba'zi birimiz. Kimdir haqiqatan ham to'g'ri gapni noto'g'ri deydi. Endi har xilda endi bu. Ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает ТАСС. О каких странах идет речь, он не уточнил. Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам, сказал замминистра на Центральноазиатской конференции клуба «Валдай». Галузин утверждает, что Россия никому не диктует, какого курса придерживаться, если это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают. Искусственное разрушение связи с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций, добавил он. Напомним, что на днях официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США могут ввести против Грузии санкции, если та согласится возобновить авиасообщение с Россией. А в марте этого года в Европейском Союзе сделали заявление о том, что готовятся принять меры в отношении ряда стран Центральной Азии из-за организации параллельного импорта, который частично нейтрализует действие санкций против России. Кроме того, было заявлено также и то, что многие из ввозимых через Центральную Азию в Россию товаров содержат компоненты двойного назначения. Микрочипы для стиральных машин и холодильников могут быть использованы Россией для производства, ремонта и модернизации ее военной техники и беспилотников. Мы должны подать четкий сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах. Оказание материальной поддержки российским вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу будут иметь серьезные последствия, которые отразятся на их доступе к рынку ЕС, говорилось в тексте документа. Regarding third countries that buy directly in the European Union and then potentially deliver sanctioned goods to Russia. Here too the discussion is, and it's basically a warning that we're serious about our sanction, that we could ban these goods from going to that third country if there is clear evidence that this is a circumvention of sanctions and deliveries to Russia.